Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске мы с коллегами познакомим вас с уникальными для нынешних реалий людьми, поговорим о спорте, а также о том, как будет проходить 9 мая в столице Якутии. Давайте начнем. Сегодня мы познакомим вас с уникальной семьей династии оленеводов Тарковых, которая в далекой местности Эймю занимается разведением лошадей и ведет уединенный образ жизни. Чтобы с ними познакомиться, съемочная бригада преодолела 400 километров на лодке по реке Мома и сложные перекаты. Ирина Григорьева узнавала, почему Тарковы живут отшельниками в глухой тайге и занимаются любимым делом. В местности Усть-Тарың никто не живет. Ближайший населенный пункт до села Сасыр 100 километров, а до административного пункта Хону 120 километров. Мы сегодня наконец-то приехали в семью Тарковых, которая вот единственная семья, которая живет вот в этом населенном пункте в местности Усть-Тарың. И вот нас как встречают вот здесь на территории, сразу пасутся лошади. Это якутская порода лошадей, которые семья Тарковых разводит вот уже на протяжении 20 лет. Вот смотрите, они совсем не боятся людей, сами подходят, можно сказать, здороваются. Знакомьтесь, это семья Тарковых, Альберт и Анастасия. Они коренные момские эвены, древнего рода Кукуюн. Это родовое гнездо в устье Эймю построил отец Альберта и его старшие братья. Здесь они проживают больше 10 лет. Поблизости на 200 километров ни души, но здесь они живут душа в душу. Настя родом из поселка Кюнтек, с верховьев Амулевки Магаданской области. Поэтому Настю здесь называют Магаданкой. В Сасыр – Чистай. Она приехала с дедушкой 18 лет. И только здесь выучила якутский язык. 12 лет назад во время работы в оленеводческом стаде познакомилась со своим Аликом. С тех пор и живут. Я когда первый раз сюда приехал, тяжело было, конечно. Потом я сразу уехала через 1,5 года. А через год обратно приехала. Альберт Тарков – гордый сын тундры. Род Тарковых сильный, как Момские горы. У него большая семья – 6 братьев и 1 сестра. Родители Михаил Афанасьевич и Евдокия Ивановна работали оленеводами в совхозе «Искра». Сейчас им под 90 лет. Евдокия Ивановна работала воспитателем в детском саду. Отец Михаил Афанасьевич – охотник, промысловик. Все свои знания родители передали детям, а они, в свою очередь, своим. У семьи Тарковых 6 детей, 16 внуков и больше 20 правнуков. Родословное древо Тарковых растет. У Момска наледи на попечение младшего из Тарковых около 90 лошадей, 6 табунов и табун отборных ездовых. Тарковы признаются, к лошадям относятся как к своим детям. Может быть, поэтому они здесь особые и необычайно красивые. Кытыл – это уникальная местность, которая находится около устья Эймю. До этих мест без проводников не добраться. Места здесь труднодоступные. Сложность прохождения на реке Мома создают встречающиеся мели и пороги. Пастбища здесь плодородны, ведь тут растет хвощ пестрый. Трава с уникальным биологическим составом, провитаминами и минеральными веществами. Поэтому выпас на таких пастбищах для Тарковых – подарок от суровой народной земли. Северное арктическое лето, оно очень короткое. В Момском районе растет специальная трава такая, необычная. Да? Вот благодаря этой траве лошади запасаются жирком, можно сказать, на зиму. И в итоге получается мраморное, самое вкусное мясо в Якутии. Затраты на содержание лошадей большие. Транспортные расходы на завоз зернофуража и ГСМ доставляют много хлопот. Для выезда на отдаленные участки, там, где находится табун лошадей, непросто. Зимой нужно ехать на буране, а летом на моторной лодке. А один сток сена на севере почти золотой, ведь и сенокос проходит здесь в тяжелых условиях. Семейный уклад в этом отдаленном месте не так уж далек от первобытного. Мужчина здесь охотник, а хозяйство на хрупких женских плечах. О таких, как Настя, здесь говорят просто. Есть женщины в эвенских стойбищах. Настя и оленя на скаку остановит, и на буране съездит, и рыбку поймает. Тут, допустим, говорят, как вы без отпуска живете вот здесь с лошадьми, да. Это же образ жизни. Образ жизни это. Человек постоянно к этому привыкает. И, допустим, мы
в поселке там от силы, может быть, месяц будем. А там уже все время думаешь, как они там, что с ними. И уже постоянно стремишься обратно. Они как дети же, как дети маленькие. Несколько лет назад Тарково установили спутниковые тарелки. Подключили слабый, но все же интернет. Теперь здесь есть цивилизация, шутят хозяева и вспоминают. Раньше жили при свечах. Электричество появилось только 3 года назад. Жизнь у нас налаживается. Наконец-то появилась связь и техника. Раньше у нас был один радиоприемник, и перемещались мы только на лошадях. Благодаря солнечным панелям, которые они купили за 100 тысяч, теперь они узнают последние новости. Жизнь Таркова крепко связана с сельским хозяйством. Родители передали своим детям главное – любовь к момской земле. Тарковы мечтают создать и развить фермерское хозяйство по разведению табунных лошадей и вывести свою особую чистокровную породу, но уже под своим брендом – Тарковы. Сеть народного мониторинга за миграцией восточно-сибирской популяции стерха создали в республике. Сделано это для сохранения исчезающего вида. Стерх – третий по редкости вид среди журавлей в мире. Эти птицы гнездятся только в России и образуют две разрозненные популяции – западно-сибирскую в Обской местности и восточно-сибирскую у нас в Якутии. Численность восточно-сибирской популяции в последние десятилетия выросла примерно до 5500 особей, но все еще остается критически низкой. Теперь данные о миграции птиц будут сообщать волонтеры народного мониторинга. Полгода прошло с момента открытия Алданского физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой площадкой. За это время лед на прочность опробовали около 19 тысяч человек. Не нарадуются наличию комфортных условий хоккеисты. Местные школьники с удовольствием записываются в секцию хоккея. На тренировках побывал Руслан Павлов. Ледовая площадка Алданского физкультурно-оздоровительного комплекса пользуется популярностью у жителей района. С утра до позднего вечера на ней либо любители покататься на коньках, либо тренировки хоккеистов. За полгода с момента открытия комплекса лед опробовали почти 19 тысяч человек. 19-летний Андрей Дубинец из Алдана уже год как в хоккее. Делает успехи и мечтает стать великим хоккеистом, как Александр Овечкин. Мне очень нравится хоккеем заниматься. Мечтаешь стать великим хоккеистом? Да, очень мечтаю. Я вот сейчас пытаюсь изо всех сил, чтобы хотя бы там в какой-нибудь клуб перевели. Ну, да, хочется как Овечкин быть. Воспитанник секции хоккея из старшей группы Александр Ванчугов приезжает на тренировку в Алдан из соседнего Куранаха за 30 километров. Но парня это не напрягает. Желание быть лучшим и тренироваться беспрерывно на закрытом льду сводит на нет логистические неудобства. Через день, то есть мы приезжаем так-то на тренировки. Один день тренируемся, один день отдыхаем. Ну и как успехи? Успехи хорошо. Ну что, надо стараться, выигрывать на этом катке, на льду. С появлением крытой ледовой площадки Алданская федерация хоккея наверстывает упущенные годы, когда тренировки проходили на открытом льду, в холод, отчего желающих идти в хоккей было немного. Сегодня в секции по хоккею шайбой 3 группы – младшая и старшая школьников и группа дошколят, которые встают на коньки в 5-6 лет. Детский сад есть, катается группа, как раз сегодня они катались с 9 до 10. Тренировки сейчас ежедневные, почти всегда. У некоторых 3-разовые тренировки, 1-2 класс. А которые постарше, 6-разовые тренировки в неделю. Ну, пацаны прибавляют, на глазах прям чувствуется. Ну и условия идеальные, конечно. Все довольны. Тренеры уверены, что через 2-3 года алданский хоккей заявит о себе не только в республике, но и за ее пределами. А мечты местных пацанов начнут сбываться, когда на них обратят внимание именитые хоккейные клубы. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Продолжается конкурс на лучший эскиз талисмана игр «Дети Азии». Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 лет. Талисманом игр может стать любой существующий или вымышленный, одушевленный или неодушевленный персонаж или животное. Талисман 8-х игр «Дети Азии» должен способствовать представлению региона проведения игр в Якутии. Прием заявок планируют завершить 12 мая. Шествие «Бессмертный полк» с портретами героев по всей стране в этом году пройдет в новом формате. Подробнее об его организации и праздновании Дня Победы в Якутске узнаем далее. Празднование Дня Победы первым делом всегда было и будет почтение памяти героев, защищавших Родину. В этом году организаторы предлагают 4 варианта проведения бессмертного полка. Это размещение портрета защитника Родины на стекле автомобиля, фото героя на одежде, бейджи с портретом участников Великой Отечественной войны, а также в онлайн-формате. Изображение можно поставить героя своего на автомобиль. Это могут быть задние боковые стекла или заднее стекло. Вот, мы предлагаем это сделать и нашим предприятиям. Нанесение рисунка, портрета на одежду. Это могут быть и футболки, могут быть куртки, жилеты. Третий формат подразумевает собой бейджики. Он будет полезен для тех людей, которые работают в этот день. Это могут быть полицейские, люди на дежурстве, журналисты, пожарники, например. Для участия в проекте «Бессмертный полк онлайн» необходимо загрузить фото ветерана на сайте www.polkrf.ru. Также жители Якутии могут рассказать о подвиге своих предков на сайте Победа НВК. Каждый желающий может загрузить фото, видеоархив, оцифрованные фронтовые письма своих предков и другие сведения о родственниках. Для этого необходимо заполнить форму на сайте pobedanvk.ru. В этом году мы по телевизору, по радио слышали, что онлайн-парад будет. Вот, думаем, со своей семьей тоже обсудим это дело и обязательно тоже будем принимать участие. То на автомобиле, вот, бейджики можем, по телевизору, там, по интернету можем отправить тоже. Так что будем вспоминать наших ветеранов Великой Отечественной войны. Вот, каждый должен это все равно чтить. Вот, я думаю, так. Остальная ежегодная программа празднования Дня Победы в Якутске состоится в традиционном формате. Мероприятия будут проходить в Парке Победы и на Площади Победы. Там же развернут полевую кухню для горожан и проведут акцию «Георгиевская лента». 9 мая с 11 часов на Площади Победы состоится торжественный митинг и военно-патриотический парад, который будут возглавлять участники специальной военной операции. Левое плечо вперед, шагом. Марш! Сейчас все заряжены энергией, душой и патриотизмом, чтобы показать, какие у нас молодые ребята, что это достойные преемники поколения, которое защищало нас. И сейчас рождается новая история. Наши ребята специальной военной операции выполняют те же подвиги, что наши предки Великой Отечественной войны. А завершится празднование Великого Дня Победы торжественным концертом и традиционным салютом. Марферина Алексеева, Георгий Охлопков, Якутск. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. Встретимся в эфире.